Экстренные вести. Здравствуйте. Постпред РФ при ООН Василий Небензи об отказе принять российскую резолюцию по расследованию теракта на Северных потоках. Думаю, что после сегодняшнего голосования подозрения о том, кто стоит за диверсией на Северных потоках, только увеличиваются. Хочу напомнить в этой связи базовые факты. На глазах у всего мира Соединенные Штаты и их союзники сделали все, чтобы избежать запуска объективного международного расследования в связи с подрывом Северного потока в сентябре прошлого года. Сначала в Вашингтоне публично, на самом высоком уровне, угрожали взорвать этот газопровод. Затем глумились и выражали радость по поводу того, что он взорван. При этом в СМИ вбрасывалось огромное количество спекуляций и, мягко говоря, противоречивых и абсурдных версий о том, кто мог это сделать. На все попытки России, как затронутой подрывом Северного потока страны, подключиться к национальным расследованиям Дании, Швеции и Германии, мы получали отказы и отписки. В этом вы могли собственноручно убедиться сами. Позвольте сделать прогноз. Так называемые национальные расследования, к тому же без российского участия, могут длиться годами. И у меня вопрос к представителю США. А что в нашей резолюции он обнаружил предопределенного? У нас, как известно, есть такая поговорка: на варе и шапка горит. Не нужно быть детективом или аналитиком, чтобы понять. Соединенные Штаты и их союзники пытаются замести следы, в том числе вбрасывая различные рода измышления и бредовые версии и отказываясь отвечать на скрывающиеся, неудобные для Вашингтона факты. Ведь если бы США были заинтересованы в установлении фактов и наказании виновных, то там бы действовали по-другому. Уверены, что подобные, более подробные факты еще всплывут, и все причастные к диверсии против Северного потока будут выявлены, а все подробности этого преступления раскрыты. И этого не избежать. На этом у нас все. Подпишись на наши новости и будь в курсе всех событий в мире.